а затем с руководством Ингушской освободительной армии связались журналисты итальянского издания с вопросами касаемо нашего сопротивления, на который мы далее постараемся, иншаллах, ответить. Первый вопрос. Почему вы боретесь против режима Путина? Наша цель и идеология, она достаточно проста. Мы хотим жить на своих землях свободно, достойно, на правах хозяев этих земель, а не рабов. И ни при каких условиях и обстоятельствах не приемлем оккупацию с последующим рабством. Следующий вопрос. Россия могущественна. Какова ваша краткосрочная цель в борьбе с ней? И какова ваша долгосрочная цель? Краткосрочные цели – это, само собой, ослабление режима диверсионными операциями, не переходя при этом в прямую военную конфронтацию, во избежание жертв и страдания нашего народа. Но в то же время давить на этот режим разного рода рычагами и механизмами с целью его ослабления и в идеале разрушения. Долгосрочные цели – это, естественно, военная подготовка, обучение тактике, стратегии ведения войны, сбор информации, разведка и так далее. Следующий вопрос. Вы хотите отделения Ингушетии от Российской Федерации? В общем, вы хотите разделения всей Российской Федерации. Да, мы боремся за отделение от России, за ослабление с последующим развалом этого режима, чтобы каждый народ, который находится в экспансии этого режима и желает свободы и независимости, обрел его. Следующий вопрос. Укреплен ли контроль Москвы над Ингушетией, или вы видите признаки его ослабления? Как таковых существенных признаков ослабления режима узурпаторов в регионе, да и в целом на всем Северном Кавказе мы не наблюдаем. Хотя стоит отметить, что в целом режим Путина несет существенные потери в людских и материальных ресурсах в войне против Украины. Следующий вопрос. Расскажите о вашей самой успешной операции. Есть операции, достаточно успешно проведенные, а также которые находятся в стадии разработки. На данном этапе разглашать о деталях готовившейся операции нецелесообразно. Следующий вопрос. Ваша борьба против Путина и московского режима также религиозная. Наша борьба, она в первую очередь религиозная, а затем она освободительная, защитой честью, имущества, достоинства наших народов. Хвала Аллаху, Господу миров.